У заказчиков, у Бумзи была тема такая: не рисовать глаза. А и мне с этого парня нечего было взять, потому что он же не знал. Волнует чеченская тематика, войнавская тематика. Просто, который нарушает мои авторские права. Естественно, меня это возмутило. И я такая удивился, как вот без глаз рисовать героев. Мимо прошел, а он даже не знал, что ее нарисовал. Ассаламу алейкум. Это канал Даймок Онлайн. Когда восхищаясь картиной, мы забываем о художнике. Это для него самая изощренная похвала, сказал Шиллер Фридрих. Возможно, кто-то из вас видел подобные изображения на одежде, на телефонных аксессуарах, но знаете ли вы, кто стоит за этими работами? Сегодня мы познакомимся с автором этих картин. Рустам, расскажи нам, как вообще появилась идея написать такие картины о легендах Кавказа? Эта идея появилась давно, у меня самого была эта идея в голове. В один день, это была осень, 2016 год, мне позвонил один из представителей бренда одежды Бумзи, Асламбек, и предложил с ними сотрудничать. Хотя я до этого уже был знаком с этим брендом, что я себе футболки покупал, мне нравилось. Реально они прикольные вещи делают, думают, как это все. Понравилось. И тогда тоже были у них герои. Байсангур, Зелимхан и Шейх Мансур. Вот с тремя героями футболки были. Но они такие, очень простые. И там какой-то текст был написан в этих футболках. Но мне все равно дизайн нравился, как они все равно придумали это все. И изначально сотрудничество пошло с того, что мы более простые темы затрагивали. Там природу, башни, просто войн, этно-Кавказ, там разные народы Кавказа. Так, чтобы не только чеченский был потребитель, но и других народов тоже интересовались, там приобретали такую покупку. А эти картины нарисованы от руки или все-таки цифровым там? Нет, они от руки нарисованы все. Даже вот на выставке я специально их представил в таком живом виде. Там краски видны, бумага как вы видна. переводите эту картинку на футболке? Допустим, там для Бумзи специально сканировал, там прям ровно сканировал, сканы отдавал. И они по сканам через приложение, в общем, отрисовку делали, цифру переносили ее. А там, конечно, не видны вот эти фактуры, не видны там кривые моей линии кисточкой. Они там выравнивали все, и там более, можно сказать, более эффектнее они получаются, чтобы потом они могли наносить эти картинки на сами футболки. Какие темы волнуют тебя и чаще всего находят отражение твоих рисунков? В первую очередь, как уроженец Чечни, как житель Чеченской Республики, проживающий не в Чечне, меня всегда больше волнует чеченская тематика, войнавская тематика. Быт, этнос вообще наш, потом, конечно, Кавказ. Я к Кавказу вообще всем народам хорошо отношусь, потому что, находясь в Петербурге, у меня много разных других национальностей, друзья. У нас общая больная тема — это любовь к Кавказу, потом к национальности своей. Вообще, помимо таких картин, я же еще делаю другие темы, связанные с нашей культурой. Здесь самая такая прикольная фишка, я скажу, что у заказчиков, у Бумзи была тема такая: не рисовать глаза. Вообще просто, в религиозных соображениях сказали, не рисуйте глаза. И я такая удивился, как вот без глаз рисовать героев, как их характер, чтобы люди... А потом я начал эскизы делать, думал, это наоборот оказалось еще круче. Что ты помимо головы
додумывал руки, потому что в руках можно тоже характер какой-то показать, динамику, движение, цветовую какое-то соотношение, гамму. Вот. Ну и можно сказать, благодаря вот такой работе, сотрудничеству с Бомзи, у меня уже мышление уже начало по-другому работать в голове. Мне, когда первые мои картинки напечатали, мне так интересно было живем пощупать, посмотреть, вот отпечатались ли мои куски на этой футболке. Там вот я так разглядывал постоянно, вообще идеально. А ты приобрел себе эти футболки? Я приобрел, я дарил своим друзьям. Вот. Все очень рады. Я в музее тоже приобретаю себе что-то, но именно своими работами мне не очень удобно. Немножко стесняюсь. Слушай, а вот личный вопрос. Вот, к примеру, вот, когда ты видишь человека в футболке там, с твоим изображением, да, вот какие у тебя ощущения бывают? Ну, Чувство какой-то гордости? Да, чувство гордости, радости, что вот этому человеку понравилась картинка. Купил, приобрел, ходит. А в Питере-то можно увидеть такое? Я в аэропорту видел один раз. Там с башней картинку увидел. Мимо прошел, а он даже не знал, что ее нарисовал. Руслан, а вообще сколько времени занимает написание одной картины? Ну, допустим, картины Залимхана. Залимхан, Сколько понадобилось? тут на самом деле, можно сказать, больше месяца. Вот эти 5 последних постеров, они чуть меньше метра, я на них полгода потратил. Вот, это на самом деле очень сложно было, там, потому что придумывать надо было, детали рисовать. Я так сильно напрягал свои глаза, у меня глаза болели. Ночью в основном работал. Это как раз было как раз перед карантином. Просто засели дома. В Петербурге живу сам, тут в квартире сижу там, в основном ночами работаю. Все работы, в общем, в Петербурге? Да, это все работа сделана в основном в Петербурге. Очень сам люблю комиксы, давно увлекался ими. И какие-то паузы были у меня между комиксами, творчеством, проектами. Просто мне захотелось яркие какие-то вещи делать. Вдруг у меня получится потом и даже создать комиксы, связанные с нашими героями, этими же героями. Поэтому я сделал эти постеры как обложка. Вот. Мне кажется, очень интересно будет, как, вот, допустим, там какой-то миг, там, движение какого-то воина и того же Залимхана, который разворачивается с винтовкой, что бы было бы, если бы он развернулся бы, он как обстреливает. Вот в комиксах, видишь, что там вот эти движения там создаются, по комиксам же фильмы снимают еще. Там же там сценарий строят. Вот что-то вот такое тоже очень мне интересно, но на это очень много времени надо потратить. К сожалению, сейчас у меня этого времени нету. Вообще, прежде чем приступать к определенному герою, допустим, я в интернет просто перерыл, много читал, смотрел, какие художники писали, рисовали определенных каких-то героев. И я старался индивидуально, чтобы у меня вообще она отличалась от всех. Чтобы не получилось так, что я у кого-то взял, своровал, что-то такое. Как бы я как художник уважаю труд других художников и никогда как бы либо плагиатить, копировать не буду и не хочу. Вот. Старался над собой какой-то свой стиль разрабатывать. Рустам, стоит ли ждать в ближайшем времени новые работы или какие-то проекты, не знаю? В ближайшее время, так как я очень редко делаю здесь в Грозном каких-либо проектов, выставок, не знаю, может быть, через пару лет, 3 года, может быть, потому что у меня в планах есть идеи, но пока их не хочу озвучивать. Секрет? Секрет, но я очень хочу посвятить это детям. Вот и все. Над этим работаю это сейчас. Это комиксы? Нет, это не комиксы, но это будет интересно очень для подрастающего поколения. Комиксы, мне кажется, это более для взрослых. Кому там, кто там книжки не читает. Который вырос. Да. Посмотрим. Ближайший проект у меня это запланирован в Казахстане. И также хочу в Казахстане открыть вот этот проект «Легенды Кавказа».
Хочу за одну поездку попробовать 2 выставки сделать. Такого еще ни разу не делал, но это для меня вызов. Я думаю, что если так постараться, все может получиться. Это ты планируешь в этом году, да? Нет, в следующем году. Следующий год, 22 год, февраль, 2 выставки в Алмате. Вот есть еще момент. Я недавно гулял с другом по городу и встретили 6 пацанов с картинками Байсангура. Вот. Он популярный самый здесь видно в республике. Ну, он, естественно, легендарная личность. Вот. И из этих 6 ребят 2 ходили вообще не от Бумзи футболки были, просто которые нарушают мои авторские права. Естественно, меня это возмутило. Постоянно я просто эту тему наблюдаю в целом в интернете. Я всегда пишу, я жалуюсь, я говорю, я вам разрешение не давал, хотя права мои, я могу вообще засудить их там. Ну, вообще просто как бы некрасиво, нехорошо. Я надеюсь, что как-то образумятся люди и будут создавать что-то свое, по крайней мере, будут стараться думать в каком-то направлении. Конечно, легко брать чужое и делать из этого, опять же, свое, и продавать, говорить, писать, что вот мы там выпускаем новые модели, новые футболки, и потом даже читаешь, думаешь, елки-палки, ну как выпускать? Вообще-то это как бы я для Бумзи это делал, как бы эти ребята со мной сотрудничают, у нас какие-то договоренности, они мне заплатили. Потом перед ребятами мне еще неудобно, они там, ну, создают же этот продукт, футболку, там заказывают, ходят, ищут ткань хорошую, чтобы это материал был. И перед ребятами неудобно. Во-первых, они там у них бизнес прогорает, хотя я знаю, как они кропотливо относятся к своей работе. А и мне с этого парня нечего было взять, потому что он же не знал, и говорю, ты, наверное, не знал, говорю. Он говорит, да, я не знал, говорю, а где ты купил, говорю, вот, покажу тебе в Инстаграме. Он мне в Инстаграме показал, но я еще напишу им, пожалуйста. Рустам, поздравляю тебя с успешно проведенной выставкой. Это было действительно очень эффектно и круто. Будем наблюдать следующие ваши работы в ближайшее время. Спасибо большое, Дэвре Свою. В связи с этим, Али, я, во-первых, поблагодарю вас за то, что вы предложили поучаствовать в онлайн YouTube-канал, да, вот, Даймох канал, и тебе очень повезло. Вот, и хочу тебе вручить футболку, вот, именно с нашим легендарной личностью Байсангуром Биноевским. Вот. Вот, возле Элюэл. Вот, у меня теперь есть своя эксклюзивная футболка. Дерес Рустам. Да, свою, что был, да,